Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала, вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 25 сентября. Это будет понедельник. Мы с вами смотрим события для каждого знака зодиака по очереди. От Овнов до Рыбок у меня по 6 знаков в двух частях. Начинаем с Овнов. Это первая часть. Овны, 25 сентября. Понедельник, события дня. Смотрим, вон, что у вас в понедельник. Сразу же маска, обман. То есть вас могут обмануть. Ну, и либо вы кого-то можете обмануть, одеть маску, да, то есть и прикидываться другим человеком. Ну, нет, видите, скользкое дело. Похоже, обманут именно вас. Потому что рыба как раз показывает, что есть какие-то обманщики, вруны, лгуны, да, то есть в окружении, которые из своих интересов пытаются что-то от вас получить. Тайны могут открыться, кстати, могут открыться тайны, да, то есть то, что они скрывают, это может выйти наружу, и вы поймете, где правда, а где ложь. Благодаря удаче, кстати, не последнюю роль сыграет удача, она на вашей стороне. Ключик, открытые двери, то есть ключом открываются как раз все вот эти тайны, то есть легко вы можете рассекретить этих мошенников. Книга. Контакт, посещение, звонок в госучреждение. Шарики, хорошие новости. И домик, может быть какое-то событие, мероприятие дома. Так, сейчас я еще посмотрю. Череп. Череп нельзя, эта карта зафиксирована. Здесь нет. Лебедь тоже нельзя. Значит, смотрите, что получается в этот день. Сразу же предупреждение. Обман, маска, да, то есть и рыба, скользкое дело. Вы можете стать жертвой каких-то мошенников. Предупреждение. Также могут открыться тайны. Вам будет вести удача, хорошие новости, посещение госучреждения, открытые двери, когда легко все удается, получается. И какое-то еще событие может быть. Вот такая информация для вас. То есть с одним предупреждением. Благодарю за внимание, умно. Перехожу к тельцам. Смотрим тельцы. 25 сентября. События дня. Тельцы, понедельник. Смотрим. Первое событие — ссора, метла. Шарики нельзя уже было. Слезы. Конфликт. Ссора, перерастающая в конфликт. То есть, видите, других и событий не выпадает. Да, то есть все указания на одно событие. Так, смотрим, что у нас здесь.
Колокольчик, пустые разговоры, болтовня. И неприятность. Ну, неприятность мы уже увидели какая, да, то есть это конфликт. Неприятность в разговорах, да, то есть обычные разговоры закончатся ссорой, да, и конфликтом. Но здесь нет. В общем, у вас 5 событий, похоже, они указывают на одно и то же. То есть метла – это ссора, то есть пустой разговор, болтовня, переходящая в ссору, а ссора, переходящая в конфликт. Да, то есть, ну и события показывают, что это и есть неприятность, которая может довести вас до слез. Ну или вызвать какие-то негативные эмоции. Поэтому, возможно, в понедельник вам надо будет как-то себя контролировать, да, чтобы вот вас никто не вывел из себя. Потому что может быть прям скандал, 2 меча показывают. У меня еще, по-моему, в прогнозе на неделю у Тельцов выпадал рыцарь мечей. Вот я только не помню, это в этот период. По-моему, в этот период. Как раз вот вы очень агрессивно настроены по отношению к другим. Да? То есть вы как раз можете вот этот скандальчик и устроить. Так что, Тельцы, вот такая информация для вас на понедельник. Держите себя в руках. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Смотрим близнецы. 25 сентября. События дня. Близнецы. Понедельник. Что будет у них? Покажите мне. Домик. Первое событие. Это какое-то событие, мероприятие, праздник в доме. И еще бокал выпадает, застолье. Да, то есть прям отмечать будете события. Сердце нельзя. Ожидание кого-то или чего-то. Замочек тайна может открыться. Что-то вылезет наружу. И хорошие новости, шарики. Конверт нельзя. Ну, здесь я не вижу совпадения. Получается 5 событий. Первое – это мероприятие, праздник в доме, возможно, даже застольем. Ожидание, открытие тайн, секретов и хорошие новости. Ну, в принципе, у вас день неплохой, да, то есть, ну, единственный из минуса – это небольшой минус ожидания. Может быть, ожидание гостей, ожидание этого события, как вариант. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Так, раки, смотрим. 25 сентября. События дня, раки. Конверт, первое событие. Вы можете что-то получать в этот день, в понедельник. Бабочку нельзя. Также у вас может быть деловая встреча. Деловая, рабочая. Да, смотрите, еще идет общение с каким-то влиятельным человеком. Может быть, какой-то важный клиент, начальник, налоговая инспекция.
Новости получите вы на встрече. Исполнение желания, цветок. Будильник. Ну, будильник всегда говорит о том, что в этот день, наш день может быть распланирован по времени. Да, то есть, например, там встреча деловая, встреча с каким-то человеком. Вам нужно везде успевать. А будильник говорит, что вы можете как раз где-то и опаздывать. Значит, смотрите, кровать нельзя, расческу нельзя. Я проговариваю, потому что иногда мне, да, вот пишут, вот вы не соединили, поэтому я стала говорить, что вот как бы нельзя по правилам. Разочарование также может быть в этот день. Может быть и разочарование из-за того, что по времени что-то не получается. И слезы. Да, то есть сильная эмоция. Ключ. Открытые двери. Все в ваших руках. Да, ключ говорит. Смысл слезы лить, смысл переживать тут только от вас зависит, да, то есть, чтобы это событие не произошло. Колокольчик нельзя. Ну, здесь нет. Значит, смотрите, у вас событий много. 4, 8, 9 событий. Первое письмо показывает, что может быть получение в этот день у вас, деловая встреча, общение с влиятельным человеком, исполнение желания, получение новостей и открытые двери. А из минуса проблема со временем, разочарование, да, то есть и слезы, печаль. Ну, я думаю, что это будет из-за времени. То есть, если вы куда-то не успеете, опоздаете, да, то будете разочарованы. Поэтому ваша задача правильно рассчитать время в понедельник. Я благодарю вас за внимание и перехожу дальше к львам. Левушки, 25 сентября, события дня, понедельник. Солнышко, первое событие, это радость, хорошее настроение. Гости, друзья, общение с друзьями. Общение со змеей. Не сказала, здесь якорь нельзя. Исполнение желания. Так, цыпленка нельзя, можно луну. Луна показывает событие, которое повторяется каждый месяц. Вот оно может быть в понедельник у вас. Успех. Конфликт. Сопротивление, борьба. Ножницы, решение вопроса. Так, значит, смотрим. В этот день хорошее настроение, общение с друзьями, гости, исполнение желания, решение какого-то вопроса, успех в делах, да, то есть успешное решение,
Это из плюсов. Событие, которое повторяется каждый месяц, тоже еще из плюсов. А из минусов 2. Да, то есть это конфликт в этот день может быть. И змея, ну, возможно, со змеей. То есть это человек, который все время пытается ужалить, задеть, сказать что-то неприятное, да, то есть поэтому, вот, возможно, конфликт будет со змеей. Иногда реже, да, то есть показывает просто человека по году рождения змея, может показывать медика, тоже как вариант, может быть, в окружении, если есть кто-то связанный с медициной, может быть, это этот человек, да, то есть кто-то среди друзей. Иногда змея это не кто-то, кто нам желает зла. Ну, все равно это надо иметь в виду, да, потому что тут трудно предугадать, как именно проиграется событие. Может быть и так, и так. Ну, судя по тому, что выпал конфликт, вполне может быть. Кто-то съязвит, да, то есть вы ответите, и слово за словом будет скандальчик. Благодарю за внимание, львы. Перехожу к делам. Так, девы. Смотрим 25 сентября. События дня для дев. Покажите мне, что будет у дев 25 сентября. Гости. Первое событие выпадает. Чашечка чая. Кто-то зайдет к вам на чай, или вы кому-то сходите. Два сердца. Любовь, гармоничные отношения. Это имеется в виду в паре. Знакомства, если нету пока пары. Исполнение желания. Цветок. Событие какое-то. Событие, мероприятие, праздник. Змея. Общение со змеей. Общение с какой-то язвой будет. Периметра не вижу. Так, смотрим, что получилось. Вижу еще, вот есть конвертик. Тут, видите, по диагонали выпали события. Значит, смотрите, что получилось. Гости могут быть в этот день. Встреча с гостями, общение. Событие какое-то. То есть не просто, да, вот решили чай попить, да, то есть, а прям какое-то событие. Все хорошо в личной жизни, любовь. Получение. Что-то получите для себя. Исполнение желания. Ну и вот единственный минус — это змея. Завистники в окружении, да, люди, которые любят покритиковать, поязвить. Так что вот готовьтесь к тому, что кто-то может немножко выпустить яда своего. Благодарю вас за внимание, девы. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку я, как всегда, оставляю для вас внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, и мы с вами увидимся во второй части.